Надзорные органы в Якутске проверили новостройки на наличие установок для маломобильной части населения. Дело в том, что при начальных этапах проектирования зданий многие технические аспекты, в том числе и доступность, не учитываются застройщиками. Что с этим делать? Репортаж Руслана Варламова. Первым объектом стала новостройка, застройщиком которой является РДР Групп. До сдачи данного дома представители маломобильных групп дали свои замечания в плане доступности, а именно выделение специальных въездных зон для людей, передвигающихся на коляске специальным светом, а также трудности при входе и выходе в подъезд. После эксперта, то есть он дал замечания, и уже в соответствии с этими нормами мы предусмотрели вот такой заезд. То есть уже с уклоном с 3 сторон получается. Ну и, соответственно, тоже с выделением желтой краской. В заключение было выдано и рекомендации, как исправить вот это все. И застройщик прислушался к нам и учел все наши вот эти замечания и исправил. Основная ответственность за соблюдение правил доступности объектов первостепенная роль принадлежит проектировщикам и заказчикам. Но зачастую происходит так, что в целях экономии средств они не раскрывают все требования в своих технических заданиях. В основном есть требования, которые относятся к объектам соцкультбыта. К сожалению, к объектам жилищного строительства, да, например, нету конкретных требований, что подъезды должны быть оборудованы пандусами. Да. Поэтому мы собрали всех заинтересованных лиц, в том числе и проектировщиков, и застройщиков, и органы госэкспертизы, Министерство труда и общественных организаций, да, для того, чтобы все прониклись этой идеей, что надо заранее продумывать до мелочей, как будет обеспечена доступность. После продолжительных осмотров в 203-м микрорайоне делегация направилась на второй объект строящегося дома по улице Якутска. На первый взгляд дом соответствует требованиям: отдельная стояночная парковка с разметкой и общий лифт, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В проекте новостройки не предусмотрено наличие пандуса, однако имеются специальные мобильные подъемники. На вопрос, но что делать тем людям, проживающим в домах, которые не могут похвастаться специализированной техникой и пандусами, ответил Андрей Анатольевич, директор Центра мониторинга общества инвалидов. Да, сейчас могут обратиться те, которые пользуются креслами-колясками, чтобы им поставили пандус или подъемник. Это заявительный характер. Обращаться надо в управление соцзащиты города Якутска. И ставится это все за счет города безвозмездно. Таким образом, за 2018 год в Якутске установлено 8 пандусов и подъемников. В 2019 году запланировано строительство 11 оборудований в подъездах жилых многоквартирных домов. Стоит отметить, что число маломобильных лиц только по Якутску составляет до 1480 человек. Из них 600 слабовидящие и 180 незрячих. Остальные 700 – это люди, передвигающиеся на кресле-коляске. Специалисты жилнадзора рекомендуют проектировщикам, заказчикам и застройщикам обращаться за советами к экспертам в области доступности, которые смогли бы проверить, подсказать и согласовать проект на начальном этапе, чтобы в последующем избежать дополнительных трат. Руслан Варламов, Григорий Охлопков, Якутск.